Заканчивайте, да? Посмотрим, потом скажут. Вот мы выпускались у нас с ними. Это схема сложно подчиненных предложений с несколькими придаточными. Придаточные предложения вы видите. И почему оно несколько? Вот главное предложение, здесь два придаточных предложения, здесь два. Сейчас я вам зачитаю предложение, и вы определите, к какой схеме относится это предложение. Каждый человек сознает, что он гражданин могучей страны, где находится его дом, его близкие, его родной край. Как вы думаете, к какой схеме это предложение относится? Последовательное подчинение. Ой, да. Да, это правильно, это последовательное подчинение. Последнее придаточное предложение подчиняется ко второй, а потом к главному предложению. А вот такое предложение. Вы родились в стране, где каждый может получить образование, где уважают творческий путь и труд. Какому? Однородное подчинение. А вот, ну теперь уже будет ясно, если я третье предложение прочитаю. Разумеется, она будет относиться к третьей схеме. Ну послушайте, предложение очень интересное. Если люди сумели пронести дружбу через всю жизнь, это значит, что она выдержала все проверки и испытания. И она, конечно, относится к третьей схеме. Теперь вы поняли, как нужно построить предложение, если есть несколько придаточных предложений. Понятно? Да. Давайте ответим и обобщим нашу с вами беседу. К чему относятся придаточные предложения обычно? К чему относятся придаточные предложения? К главному? Не главному члену предложения. Подожди, когда спрашивают, надо... Предложение, к какому предложению относится обычно? К главному предложению. К главному предложению. А если их несколько, То и если последовательное, то второе предложение к... Второе предложение относится к придаточному предложению, а это придаточное предложение относится к главному предложению. Совершенно верно. Кстати, что кто-нибудь мальчик? Подождите. Аиша, сложно подчиненные предложения. Дай мне определение сложно подчиненного предложения. Сложно подчиненные предложения — это те предложения, которые относятся к главному предложению и имеют подчинительные союзы. Где есть подчинительная связь. Почему подчинительная связь? Потому что придаточные предложения с главным соединяются подчинительными союзами. Все? Lies vom Handy. Mein Hobby. Nein, vom Handy. Welche Gesprächsthemen sollt ihr ablegen? На телефон. Без сотового читай, какие разговорные темы. Eins, ich mein Lebenslauf. 2, meine Familie. 3, Ну, lese, meine Familie, mein Freund. mein Freund, meine Schule, mein Lieblingsfach, mein Lieblingstier, der Sport, das Hobby, meine Stadt, die Jahreszeiten, meine Wohnung, mein Haus, die Feiertag, mein Geburtstag, die Feiertage, mein Geburtstag, meine Ferien, die Freizeit, Berlin, mein Arbeitstag, Beschreibung des Menschen. So. Nun so. Morgen haben wir 2 Stunden, ja? 2 Stunden. Bitte, diese Gesprächsthemen werdet ihr morgen erzählen. Ich mein Lebenslauf, meine Familie, mein Freund und meine Schule. 4 Gesprächsthemen
das sind eure Hausaufgaben. Habt ihr verstanden, ja? Ja. Ну, so gut. So, gehen wir weiter. Jetzt bitte sagt mir, welche Hausaufgabe habe ich euch gegeben? Der Film, Arbeitsbuch oder Kurzbuch? Arbeitsbuch, Arbeitsbuch, welche Seite? Seite 56. Seite 56. Grammatik. Grammatik, haben wir das schon gemacht, ja? Ja. So, und jetzt bitte, wir beginnen das neue Thema. Das ist Kurzbuch. Bitte, Kurzbuch. Das ist Übung 4, interessante Hobbys. Bitte einmal schnell lesen, ja, und dann lässt, ja? Ja. Wir haben was gemacht. Не пойдет. Sulamita, kannst du erzählen über sich selbst? Aus Ja, 8. Klasse. Ich bin 14 Jahre alt. Meine Lieblingsfächer sind Deutsch, Mathematik und Und wie viel Mal hast du Deutsch in der Woche, pro Woche? Так, не пойдет. Ich bin Джумар. Ну, отличник, да, вроде, да, как я вижу? Давай теперь. Не волнуйся. Viermal Заново, pro Woche всё. Deutsch. Ja. Ich bin Jomar aus 8. Klasse. Ich habe 4-mal pro Woche in Deutsch. Ich bin 14 Jahre alt. Mir У gefällt тебя уже Mathematik. получилось это, выключи. У тебя получилось. А то содержание у него получилось. Ich bin Jomar aus 8. Klasse. Ich bin 14 Jahre alt. Meine Lieblingsfächer sind Mathematik, Deutsch. Ich habe 4-mal Deutsch pro Woche. Meine Lieblingsessen sind Pizza, Limonade zum Trinken. Ich heiße Angelina, ich bin 14 Jahre alt, ich wohne in Karakol. Mein Lieblingstier ist Katze, mein Lieblingssaft ist Saft Limonade, mein Lieblings Essen. mein Lieblingsrock. Meine Lieblingsfächer. Mein Lieblingsfächer ist Deutsch und Mathematik. Was macht ihr in der Deutschstunde? Was macht ihr in der Deutschstunde? жоңойтуп коет. Ата журт деп жазсаң, ата журтты. Биз жаңы ата журтты кечип адабиятта өтпөдүк беле. Биз Алтын Осмоновдун ата журт деген ырын карап атабыз, Демек ата журт деген ырында Алтын Осмонов өзүнүн эли жерин чексиз сүйгөнлүгү, баардык мамилесин тижеден карагыла өзүнүн ата журтуна болгон эң жакшы сезимин билдирип атат. Büyük tartımda öz moynuma alayım, sen oğluğa, men oğluyum atacıktır. Demek bu sözde kanday adam aytılır. Ekegin çeksiz süygönü. Adam kadar şunday mağazeni aytılır. Жақсы көркем айтып көрші. Я хочу мама, и камера ставит. Жақсы көркем айтабыз, Sen orba, ben orba, atacım. Жазда башка жел тийбесин абайла. Көпкө турбас мобул турган сур булут. Азабымды өз мойнума алайын.
жол карайын токтой турчу ата журт. Жазда башка жел тийбесин абайлап. Сулуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу борон улуп кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын токтой турчу ата журт. Наалат кылып ат тизиңди шарп буруп. Сулуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу борон улуп кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын токтой турчу ата журт. Жазда башка жер тийбесин абайлап, көккө турбас могул турган сур булут, бүт тартыңды өз мойнума алайын, биз карайын токтой турчу ата журт. Демек, мындай ушундай ырды кандай адам айтып атат экен ата? Кандай Айсул айтып көрчү мына. Чексиз сүйгөн адам эле айтып атат. Чексиз сүйгөн адам гана айтып атат. Бирек Боор экен. боор экен. Дагы кандай адамдар өзүнүн сезимин билдирип атат кана? Кандай деп ойлойсуң? Ата журтун сүйгөн. Ата журтун сүйгөн. Демек көрдүңөрбү акыл? Демек бардык оорумду, бардык дартыңды мен өзүмө алайын. Только сен гана ооруп ата журт деп атат. Демек мындай сөздү өзүнүн мекенине чексиз сүйгөн патриот адам гана айтып атат экен. Түшүндүңбү? Смотрите, на себя не будем смотреть. Боец, ты в белой рубашке, чуть в эту сторону подойди. Так, кто еще в белой рубашке? Так, улыбайтесь. Наплевать на урок. Так, уважаемый народ, сразу объявляю, что необходимо сделать до 10 мая. Найти, я вам говорила, задание даю, да? Найти среди своих родственников, родителей, старших братьев и сестер, кто закончил нашу школу. И пригласили их 10 мая в школу на празднование 100-летия нашей школы. Вы должны найти. Не просто пришли и сказали нет. У нас такого быть не может. Поэтому ищите. Вот. И приглашаем. Приглашение будет в социальных сетях, потому что сразу всем мы не можем. У нас до экрана снимай свою вот эту пижаму. Так, и продолжаем свой ответ. Да? У нас мобилизация 41-го года, формирование воинских подразделений. Вот. Вот, хорошо, с галстуком вообще. Так, может отсюда снимать, чтобы он отвечал? Нет, зачем меня снимать? Не пишите, все, ты не видишь это. Галстук покрасил, застегни. Так, слушай, все, отвлекаемся. 41-й год. 41-й Мобилизация. Образовалось вот 10 дивизий, полков. И самой, можно сказать, знаменитой, известной является 316-я, который Стрелковая дивизия, которой командовал Памфилов, Иван Васильевич Памфилов. Он, можно сказать, их не сразу забрал, а специально 2 месяца их готовил, обучал. И они были пригодны для службы, и из-за этого они совершили очень много подвигов. Эта 316-я дивизия получила звание Красная гвардейская, 8-я гвардейская была, вошла в десятку лучших. Также из этой дивизии 28 человек получили звание Героя Советского Союза за совершенные подвиги. Например, Шофоков был, Чолпонбай Төлебердиев. Какая задача? Вы можете это тоже снимать, вот то, что я им говорю. Это задание по человекотворчеству. Значит, вы находите, приглашаете. Приглашение будет в соцсетях. Приглашение будет для всех учеников. Мы не будем персонально говорить вот это по фамилии, потому что мы это не успеем уже сделать. А мы всех выпускников нашей школы за последние годы и за те, начиная со старших поколений,
Может быть, сохранятся те, кто в 50-е, 60-е учился, среди ваших бабушек, дедушек. Мы их приглашаем к нам в школу. Это первое. Второе. Конечно же, нам хотелось бы посмотреть успешные судьбы наших выпускников. Если среди ваших знакомых и родственников есть успешно закончившие нашу школу выпускников и те, которые в жизни нашли себя, занимаются бизнесом или занимают высокие посты, нам, естественно, нужно, чтобы они к нам и с точки зрения официальных лиц прибыли, и поделиться своими успехами. 10 мая, 11 мая, да, 2023 года у нас будет большой марафон в школе. Вот. И вот на этот день желательно заранее предупредить их. Не в последний день, 9 мая предупреждаете, а уже сегодня предупредить, чтобы они нашли возможность прибыть в эту школу. Вот такое у вас будет задание в рамках курса «Человек и общество». Не буду пугать. Ну-ка, Телик, расскажи, что ты там пишешь? Я пишу программу для решения уравнения с коэффициентами. Так. Вот тут написал программу, сейчас буду ее тестировать. Программа неправильная, нужно найти ошибку. Так. Что за программа? Это программа для решения уравнений, квадратных уравнений. Тут нужно вводить коэффициенты, чтобы правильно вышло уравнение. Вот тут у меня где-то ошибка, я ее сейчас находишь, да? Хорошо, давай. Ну-ка, что у тебя там? Следующий коэффициент, да, вводим. А ты что делаешь? Input. Хорошо. Вот что такое кредит? Это Вывод, да? Хорошо. Так, вот у тебя дискриминант, да, получается? Правильно пишем. Если дискриминант больше, да, строчка. Дальше. Дальше пишем. Выключаем все компьютеры, ребята. Я и сейчас снимаю. Выключаем. Так. Идешь по лесу и боишься спугнуть эту ничем не сравнимую красоту. Идешь по лесу
и боишься спугнуть эту ни с чем не сравнимую красоту. Предложение закончилось. Следующее предложение. Где-то совсем рядом послышался шум. Пишем. Где-то совсем рядом послышался шум. Предложение закончилось. Следующее предложение. Эта крошечная птичка внезапно вспорхнула и скрылась в чаше леса. Предложение – это слово или сочетание слов, выражающее законченную мысль. По цели высказывания предложения бывают повествовательные, вопросительные, восклицательные и невосклицательные. Все, достаточно. Все. Простое предложение. Чем отличается простое предложение от сложного предложения? Давайте мы сейчас с вами рассмотрим эти два варианта. Пишем следующее предложение. В старой дупле груши притаился светлячок. Итак, какое это предложение, ребята? Скажите, пожалуйста. Определяем, какое это предложение. Простое, либо сложное? Простое предложение. Следующее предложение. Тишина. Тишина. Ставьте точку. А это какое предложение? Тоже простое, односоставное предложение. Да, ребята? Односоставное, потому что в этом предложении есть только подлежащее. Так, значит, сегодня у нас урок механизм АК-74, из чего состоит? Крышка ствольной коробки, возвратный механизм, газовая трубка, магазин, штык-нож, шомпол. Это пенал, цевье. Цевье предназначено для чего? Для того, чтобы руки при выстрелах не обжигались. Цевье сделано из дерева. Так, дальше вот сюда давай. Давайте рассмотрим внимательно. Это гранаты, осколочные. А детей тоже надо снять. Все? Да. Так, перед вами находится плакат гранат. Граната F1 осколочная и осколочная граната РГД-5. Так, граната состоит из запала, кольца, и внутри находится ударный механизм. Буга чейин ондук бөлчөктөн үстүнөн жүргүзүлгөн амалдар өттүк. Ондук бөлчөк эмнелерден турат? Мисалы үчүн ондук бөлчөк билине мөлчөрдө эмнени көрүп атабыз? Ондук бөлчөктөр. Биринчисин окуп койчу балам сен. 0,15. Бат. 8,125. 6,10,85. Азамат, сен 0,815. Демек, мындай эмнени көрүп жатасыңар? Жөнөкөй бөлчөктү эмнеден атабыз? Ондук бөлчөккө. А бул жерде эмне өтүптүрбүз? Ондук бөлчөк Ошо, дагы? Ондук бөлчөк эмне түрүндө жазылды? Жөнөкөй түрүндө жазуу. Демек, ондук бөлчөктү онго, жүзгө, миңге бөлүүнүн эрежесин ким айтып коет кана? Нуршейит? Ондук бөлчөктү онго, жүзгө, миңге бөлүү болсо, үтүр болсо, оңдон солдо карай канча нөл болсо ошончо оронго чыгат. Демек, ондук бөлчөктү онго, жүзгө, миңге бөлүүдө үтүрдөн бирден кийин канча нөл турса, ошончо орун солго жылдырат экенбиз. А көбөйтүүчү эмне кылабыз отурган? Көбөйтүүчү үтүр катта турса, канча нөл болсо, ошончо оңдон солго ошончо. Азамат, жакшы. А мынтан эмнени көрүп атасыңар? Жөнөкөй бөлчөктү эмнеге айлантабыз? Ондук бөлчөктү кандай бөлчөккө айлантып атабыз? Жөнөкөй бөлчөккө. Демек, азыр мындай кыласыңар балдар. Мен эсептелем, ошону кийин биринчи көбөйтүп бүтөм. 2,115-ти көбөйтөлүп 3,15ге дептерибизге жазабыз. Кана баткын.
Кийин биринчи иштейт болду экен. Эки жакты карабайбыз, алаксыбайбыз, манча түрүндө иштейбиз, балдар. Азамат, жакшы иштеп атасыңар. Смотрите, ребята, следующая работа у нас будет